Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто думает о вас, кто о вас мечтает? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Мои хорошие, не забывайте, что эта отсыпочка общая. Здесь просто несколько человек вышло. И у кого-то, да, возможно, все они думают именно конкретно про вас, а у кого-то один отыграется, у кого-то другой, у кого-то третий. Но я сейчас буду перечислять, а вы уже смотрите, где ваше, то ваше, да, где не ваше, то и не берите. Смотрите, показывают мне влюбленного мужчину. И этот мужчина, он вам тоже нравится. Либо вы тоже в него влюблены, либо вы на него смотрите и думаете, ой, какой симпатичный, да, какой интересный. Вот что-то взаимное есть между вами, но неравное. То есть у него к вам прям влюбленность, огонь горит, а у вас больше, знаете, на принятие, на симпатию похоже, на интерес. Вот как-то так мне идет. И вот этот мужчина влюбленный, он почему-то думает, что у вас кто-то есть, либо он знает, что у вас кто-то есть. И он бы с радостью к вам бы летел на крыльях любви, там ухаживал бы за вами, всячески вас добивался, но понимая, да, либо думая, что у вас есть кто-то другой, он себя сдерживает. Он может ходить, там как-то многозначительно на вас смотреть, либо там думать о вас, мечтать, да, представлять, медитировать на вас. Но как дорога закрыта к вам. И эта дорога закрыта в его глазах, но не в ваших. Да, возможно, ему сказали ложную информацию, да, сказали, что вы типа с кем-то вместе там общаетесь, встречаетесь, либо замужем. На самом деле это не так. А возможно, это так, но у вас, например, отношения тоже подошли к концу, и вы думаете о разводе, либо думаете о том, чтобы расстаться с тем, с кем вы вместе. Вот. Но этот парень этого не знает. Да? Этот мужчина влюбленный об этом не знает. Ему кажется, что вы живете свою лучшую жизнь, да? Что жизнь ваша наполненная, что у вас есть любовь, там, страсть, ласка и прочее, прочее. Он странно и загадочно на вас смотрит. И вы тоже это замечали, и другие люди это замечали, и вам, возможно, говорили. Да, это так и есть. Он смотрит на вас как голодный, как, знаете, вот человек, лишенный возможности быть счастливым. То есть в нем сейчас борется его кодекс чести и борется такой эгоист, да, который такой, нет, я хочу, мне надо, я буду ее добиваться. А вот совестливый человек в нем говорит, то, что нельзя, она же чужая женщина, ну как ты будешь разбивать ее отношения, ее любовь. Знаете, вот какие-то такие вещи происходят. Конечно, он мучается этим, конечно, ему не сладко, не спокойно. Ему хочется вас украсть у всего мира, да, похитить вас, и чтобы вы были вместе. Он не чувствует от вас взаимности, но его это не пугает. Да, он такой, ну, типа, я докажу, что я хороший, но нужно побороться со своими этими кодексами чести, да, которые мешают двигаться. Либо вам нужно как-то ему просигнализировать о том, что вы тоже заинтересованы, что он вам нравится и что вы не против, если он будет за вами ухаживать. Мне кажется, вы понимаете, о ком я говорю. Может быть, вы его и загадали, когда зашли на эту отсыпку, хотя я говорила не загадывать. Нет, может, и не загадывали, просто думали о нем, да, вспомнился он вам. И да, это он. Просто нужно как-то намекнуть, что вы свободны, либо что вы завершаете свои отношения, да, что сердце ваше свободно, по крайней мере, да, может, вы по факту еще не свободны, но сердце ваше уже свободно, да, просто намекнуть, либо кого-то попросить, чтобы ему намекнули, либо открыто сказали, да,
что вы в поисках любви и счастья. Да, он начнет за вами ухаживать, потому что он об этом мечтает, он постоянно это представляет, он этого хочет, для него это мега желанно, вы ему снитесь, он... Понимаете, он реагирует на ваше имя. То есть, если где-то кто-то называет ваше имя, даже обращаясь к другой женщине, он прям подскакивает, и он такой, что она здесь, он начинает вас глазами искать. То есть, видно, что влюблен, и влюбленность это серьезная. Такая влюбленность, она может перерасти и в любовь настоящую. Да, сейчас мечтает, но если вы ему дадите правильные сигналы, то он начнет за вами ухаживать. Потому что ему прям, как совесть, не дает за вами ухаживать, потому что кажется, либо он думает, что вы с кем-то в отношениях уже состоите, и отношения якобы у вас счастливые. Потому что вы всегда хорошо выглядите, вы всегда улыбаетесь, вы всегда такая лучезарная. И он такой, значит, она счастливая женщина, у нее в жизни все хорошо. А я ей не нужен, да? Какие-то такие мысли. Дальше, мои хорошие, о вас мечтает кто-то, кто был уже в вашей жизни. Человек был рядом с вами и пользовался вашей любовью. Да, это звучит плохо, некрасиво, болезненно, но это факт. Этот человек, он такой, знаете, эгоист в квадрате, наверное, да. Вот ему кажется, что и солнце ради него только лишь встает и ему светит. Ему кажется, что звезды для него зажигаются, что все для него, да, весь мир для него, и что вы родились для него. Когда вы были вместе, вы его любили, я это вижу. И у вас были большие планы, мечты, надежды. И он все эти планы и мечты просто разрушил. В одно мгновение он разрушил. И серьезно, он не был настроен, он вообще избегал какой-то серьезности, просто наслаждался моментом, и все, как-то так не идет. Это очень плохо, вам до сих пор это болит. Не то чтобы болит, скорее очень обидно, да, что вы на этого недостойного человека потратили много времени, да, много ценного своего времени. У кого-то еще отыграется, что он прям не стеснялся, брал от вас, брал помощь, брал поддержку, брал вашу энергию, может, и жил у вас, либо вы работали, его поддерживали, да, а он все пытался реализоваться, рассказывал вам, какой он умный, да, но только никто его не признает. В общем, девочки, вы готовы были, да, быть с ним, потому что любили, потому что видели в нем что-то светлое, а он каждый раз это светлое в себе пачкал, просто руками брал и пачкал, либо в грязи валялся. И я вижу, что вы уже не вместе, я вижу, что он даже с какой-то женщиной другой находится, либо находился, может, до сих пор находится, да. И только лишь когда он с другой женщиной сошелся, тут ему и открылось, какая вы, как с вами было хорошо, как с вами было сладко, и что значит любовь, да, что значит, когда тебя любят. Тебе прощают, тебя ласкают, тебе помогают, да. Многое ему было позволено. А эта другая женщина, она, конечно, ему показала, где раки зимуют. И, конечно, он мечтает вернуться к вам, вернуться в вашу жизнь, в жизни, где у него все было ладно да складно, да, где сладко было с вами. Но понимает, что вы, наверное, уже его не пустите. Ему очень хочется обнулиться, очень хочется, знаете, стереть это нехорошее, что между вами произошло, свои нехорошие поступки стереть и вернуться в вашу жизнь, да. Я не буду говорить про любовь, я не вижу здесь прям, что он умеет любить, может, он вообще, в принципе, не умеет любить, сейчас я карты возьму. И хочется, чтобы заботились, да, ему хочется, чтобы его любили, чтобы о нем заботились, чтобы у него эта жизнь была шоколадно-мармеладная, чтобы с него пылиночки сдували, чтобы вкусно готовили, чтобы ухаживали за ним, да, ему этого очень не хватает, прям очень не хватает. А еще я вижу, что благодаря вам этот мужчина жил, прям как у царя за пазухой. А когда он вас лишился, не метла все-таки, вы его не примете. Когда он лишился вас, тогда пришлось повзрослеть в моменте, и это было очень тяжело. И муки, да, он испытал муки, потому что новая женщина не стала за ним ухаживать, не стала терпеть его.
ну, раздолбайство, скажем так, да, столкнулся с жесткой реальностью. Так, а что у него к вам? Что у него к вам? Ну, крыса, он в Африке крыса, да. Ой, прозвучит, конечно, грубо и неприятно, но, девочки, это такая крыса, что его нужно гнать саной тряпкой. И чем дальше, тем лучше. Хочется вот сладкой жизни, хочется чем-то вот вас привязать к себе. Он такой, может, я ребеночка сделать, да? Точно не выгонит, если я ребеночка сделаю. Либо вот если я на ней официально женюсь, то точно никуда не денется, да, будет за мной ухаживать, будет меня там оберегать, пылинки сдувать. Нет, он не про любовь. Мне кажется, что он напрочь лишен чувства любви. Он не добрый, не любящий, не нежный, вообще какой-то никакой. Знаете, нарцисс, павлин и такая огромная крыса. Нет, паразит. Мужчина-паразит, вот. Он мужчина-паразит. И вы уже это тоже поняли, да? Вы это поняли, вам такое не надо. Вам эти проблемы чужие не нужны. Да, возможно, вы даже куда-то уехали, переезжали, меняли свою жизнь. Нет, вы все про него понимаете, и он вам точно не нужен. Пусть мечтает, мечты его пустые мечты. Да, был у него шанс, поймал жар-птицу, но жар-птица улетела. И остался этот дурачок сам на произвол судьбы. Ну, так тому и быть. Да, так тому и быть. Нет, он мог у вас учиться, он мог пытаться изменить свою жизнь, сам пытаться измениться, но не стал. Лень, наверное, была, да? Либо, ну, такой влюбленный в себя, типа, я идеальный, зачем мне меняться, да, зачем мне это все. Ну, вот как-то так у него там все очень и очень несладко случилось. Так, еще показываю человека. Тут либо буква В, либо буква Б. И это может быть не только имя, фамилия, да, это может быть еще и прозвище, может быть и должность даже какая-то. Мужчина 100% не свободный, и мужчина, ну, как глубоко семейный, скажем так. Еще между вами какая-то разница есть. Разница очень серьезная. У кого-то разница в возрасте, у кого-то в статусе, в положении. Может быть, даже мужчина-иностранец, да, либо там другой религии, как-то так мне идет. Мужчина о вас мечтает, но все, что он может, это только мечтать, да, потому что ничего другого он предложить не может. У него достаточно тяжелая жизнь была, тяжелая, да, он всем все должен, он всем все помогал, особенно вот семье своей помогал. И по итогу, возможно, его даже как-то женили, вот как родители решили. Почему-то мне такая история идет. А может быть, ну, какая-то выгода преследовалась. Ну, все в жизни бывает, да, мы не вправе судить, мы не знаем всего. У этого мужчины такие сильные к вам чувства, такие прям глубинные чувства. Но с другой стороны, он понимает, что нельзя, и понимает, что ну, ничего хорошего не получится. Да? Даже если вдруг он там начнет разводиться, то там прям такая каша заварится, что никто не расхлебает. И он такой, ну вот все, жизнь прожита, проиграна, да, так и буду жить без любви. Вы его муза, вы его вдохновение. Вы, знаете, как такой райский уголочек в его подсознании, куда он убегает, когда ему особо вот как-то тяжело и несладко. Я вижу от этого мужчины в вашу сторону проявления будут, но это будут не любовные проявления, а какие-то, знаете, как рабочие, дружеские. Чем-то этот мужчина вам поможет, либо что-то он для вас сделает, потому что это единственное, что он может вам дать, либо как-то вот в вашу сторону проявиться. Ему хотелось бы носить вас на руках и бросить весь мир к вашим ногам. Ну вот нельзя, да, это невозможно. Невозможно в тех реалиях, в которых он находится. И тут еще, знаете, даже не столько за себя он переживает, сколько он переживает за вас и за те последствия, которые могут произойти. Ну, допустим, да, у кого-то мог быть роман с женатым мужчиной, и мужчина вот прям как слился, да. И вы думаете, вот паразит, да, погулял и, значит, к жене побежал. На самом деле нет. Нет, он не паразит. Но да, он дал слабину, но он ушел из этих отношений с разбитым сердцем.
Просто он знает свою семью, он знает эту свою жену, там еще какие-то другие родственники за ними всеми стоят. И он понимает, что это было опасно для вас. Да? Он не имеет права вас подвергать такой вот опасности. Может, они там, не знаю, колдуньи все. Может быть, они, не знаю, там люди при власти. Может, и еще что-то. Там кто-то со справкой, да, о душевной болезни. И такому человеку ничего не будет, если этот человек там какую-то гадость сделает. Да? Вот есть такое, что-то есть. И вот у мужчины разбито сердце, он вас любит, но никак он не может быть с вами. И даже не ради себя, а ради вашей безопасности. Почему-то мне еще так идет. Он что-то для вас сделает что-то, что будет вам хорошим подспорьем, хорошей помощью, не знаю, там, защитой, протекцией, как что-то для вас добьется, либо защитит вас. Как-то так мне идет. Если вы работаете с этим мужчиной, и он старше по должности, будет добиваться, чтобы вас повысили, либо зарплату вам больше дали. Может добиваться, чтобы вас там куда-то перевели на более лучшее место, там более лучший офис. Что это будет делать, мне идет? Что-то будет делать. Хоть так, да, хоть таким образом он о любимой женщине позаботится. Но быть с вами он не может. И не может, потому что это небезопасно для вас. То есть уберечь, хочет вас уберечь от бед и неприятностей, потому что знает свою семью и знает, на что они способны. А способны, судя по всему, они на очень плохие вещи, которые нельзя предотвратить. Да? Даже если вы там, не знаю, сбежите ото всех, уедете на край мира, все равно найдут и могут быть какие-то плохие моменты. Вот так вот, мои хорошие. Ну что, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.